Привет, друзья! Если вы хотите посмотреть все последние серии «Миллионеров из общаги» сразу, то мы ждем вас в кинотеатрах Кыргызстана и Казахстана. Увидимся! Раз убеждаешь, что мы, блядь, херовые партнеры! Братьям, они все разные, наслань с каждым. Говорю, благодарен плотным пачкам. В бизнесе друзей нет. Подумай об этом. Гуру, как вам пришла идея? Я имею в виду именно бизнес-модель. Это было гениально. Ну, по-другому я не умею. Я люблю тебя, говорю спасибо моим. Я забиваю снова дурь в косяк. Бич знать. Эрстанек представляет. Я взял билеты на вечерний рейс. Ты как, Арс? Почему именно со мной это? Я ж только начал налаживать отношения с отцом. Вроде в душняк попер, хотел ему машину купить. Мы, блин, и так с ним редко общались. Знаешь, я ему никогда не говорил, что люблю его. А я так сильно любил его. Арс, мы его уже похоронили. Что ты сказала? Вы что, гоните? Вы почему меня не подождали? Мы тебя ждали, Но Мала сказал, что больше нельзя ждать. Прости меня, пожалуйста. Да пофигу, что сказал! Я его сын! Я должен был проводить его! Вы специально это сделали! Вы всегда ревновали его ко мне! Это неправда, Арс, это неправда. Отвезите меня к нему! Отвезите меня к папе! Прости меня, пожалуйста. Прости меня, пап. Прости меня, пожалуйста, пап. Пап, я плохой сын. Я всегда был плохим сыном. И даже сейчас не смог похоронить тебя, пап. Прости меня, пожалуйста, пап, прости меня, папа. Пап. Почему не сказали, что отец был болен? Он не хотел. Надо было сказать. Он запретил мне. Ты же знаешь своего отца. Он был упертый. Сказал, что не хочет тебя беспокоить. Как это произошло? Мы сами не поняли. У него поднялась температура.
Он, как обычно, полежал 2 дня. А потом ему стало хуже. Мы вызвали скорую. Они поставили капельницу, прописали какие-то лекарства. Он начал их принимать. А через пару дней под утро я проснулась от шума. Когда подошла, он уже... Врачи сказали, что у него инфаркт. Хотели сделать вскрытие. Но я отказалась. Говорят, что причин может быть много. Хронические болезни. Или лекарства не те пил. А что за лекарства он принимал? Да, обычные лекарства. Вон они на тумбочке лежат. Пора. Переключи радио. Ты что, все-таки решил слово сдержать? Бабки поставить? Не, я отца потерял. Умер папа. Извини, соболезную. Короче, тема есть для тебя. Что за? Есть одни, которые занимаются подпольным производством лекарств. Сможешь накрыть их? Что знаешь о них? В общем, всем заправляет какой-то серик. А мужик один Михалыч крышует их. У них по Казахстану движ налажен. И все? А что еще надо? Это конкретная инфа. Этого мало. Ребята не смогут взяться. Ты знаешь, сколько этих сериков Михалычей, блин? Вот вы, суки, а. Простых людей дают всегда на старте. А реальных пидоров ловит кишка тонко, да? Ты че, щенок, бля, попутал? Отвечай, ушатал бы. Только из уважения к памяти отца. Я не знаю, как и где, но точно знаю, что они мутят с лекарствами. Может, люди умирают. Если реально хочешь посадить их, побольше инфы собери, тогда поговорим. Давай. Блин, нам в этот раз нужно будет конкретно пахать, чтобы в сроки успеть. Без предоплаты не можем начать, Тим. Когда будет? Ближе к концу недели. О, Арс, как дела? Куда ездил? Арс, все норм? Да так, по делам ездил. Кстати, я с фабрикой созванивался. У них есть почти все материалы, которые нам нужны. Единственное, фурнитуру и защитные элементы придется заказывать с Китая. Причем поскорее. Ребят, нам вообще в этот раз нужно будет прям по полной пахать. Походу, в 2 смены работать будем. Только для этого еще людей нужно будет нанять. Но где их брать, пока не ясно. Нам еще технолога нужно нанять, чтобы поставил процесс к новым фишкам. Михалыч звонит. О, мальчик мой дорогой, как ты? Это соскучился, прикинь. Специально в Алмату приехал, чтобы тебя повидать.
Салам, салам. Ты что такой кислый? Не рад встрече, что ли? Устал просто. Слыхал про ваш движняк в Москве. Молодцы, что сказать. Поздравляю. Спасибо. Без базара, уважаю таких, как вы. Дерзкие, безбашенные, но самое главное, шустрые такие, а? Стараемся. Я, честно, вот от всей души готов помочь. Ну, сами же видите, заказ большой. Сами не справитесь. А так мне маленький кусочек отломили, и все. И все довольны, а? У тебя же свои ребята есть, которых ты крышуешь. Крышуешь. Ты так ничего и не понял, да? Это вы в игре. Хотите выиграть, трепыхаетесь, беспокоитесь. А я всегда над игрой. И не плевать, кто выиграет, кто проиграет. Я всегда на стороне победителей. Умно. Ну, пока сами справляемся. Спасибо. Справляетесь. Значит, все хорошо. Я от души просто хотел помочь. Ладно, удачи. Как ты, брат? Встретился? Да, все нормально. Что он хотел? Так, как обычно. Хотел тебе помочь. А ты чё? Я отказался. Ну и правильно. Ну все, брат, давай увидимся.
Молодой человек, вы куда? Да, я электрик. Тут в доме проблемы с электричеством. Надо проводку посмотреть. Кажется, замыкает у вас. Странно. Хорошо. Ага, спасибо. Почему ты раньше не говорила, что ты так сильно любишь футбол? А ты не спрашивал? Я вообще-то с детства болею за наш Кайрат. А Ташка постоянно меня с собой на матчи брал. Тогда, пожалуйста, не обижайся на меня, когда я буду кричать от радости, что наш Пахтакор выигрывает ваш Кайрат. Размечтался. Мы разнесем вас. Нет, это невозможно. Но я обещаю, что я буду сдерживать свою радость и эмоции. Слушай, а давай поменяемся командами? Это как? Как? Ты болеешь за Кайрат, а я за Пахтакор. Мне кажется, будет прикольно. Какие-то новые ощущения. Но только нужно болеть прямо от души. А давай. Только при одном условии. Мы ни за что и никогда не расскажем и не дадим знать моему отцу, что это произошло. Пожалуйста. Алина, мне на время нужно уехать в Бишкек. А что? Ты не волнуйся, все в порядке. Просто, понимаешь, в цеху рук очень мало. Мне нужно помогать отшивать спецовки. Если надо, езжай. Серьезно? Короче, я все узнал. Где их склад, в какие аптеки возят. Вот тут все адреса. Ну, уже интересно. Проверите? А твой какой интерес? В долю хочешь? Посадить я хочу. Эти били моего отца. Они ж хуже убийц. Убийца максимум замочит двоих-троих. А эти убивают невинных людей сотнями. И, пожалуйста, проверьте, есть ли среди их лекарств такое. Давай. У нас есть еще пару своих примеров. Могли бы что-то наподобие разработать. И вообще нам бы чем быстрее, тем лучше. Ой, не переживайте, с этим проблем не будет. Отлично. А не подскажете, здесь швей набирают? Как дела? Как приехали? Нормально. Классные лекала. Как дела? Что делаешь? Да вот лекала выбираем. Смотри. Такие вот у нас. Алло, салам, Арс. Салам алейкум. Ну что, получилось? Да вата какая-то. По адресам, которые ты дал, все чисто. А у твоего Серика официальная фармкомпания. Он лекарства из России возит. Все легально. Да, братан, отвечаю. Они мутят эту тему. Ты вообще откуда знаешь об этом? Да они сами нам. В общем, я точно знаю. Они мутят. Надо нормально проверить. Итак, девушки, дорогие, у нас очень большой заказ, поэтому мне нужна будет ваша помощь. Нужно будет ускоряться, зовите своих знакомых, друзей, родственников. Будем запускать вторую смену. Очень нужна ваша помощь. Срочно нужно это все закончить, поэтому помогите нам, пожалуйста, людей набрать, ладно? Аселя, у тебя сестра была, да? Зови. Блин, мне кажется, они в ночь не согласятся работать. А чё? Да у женщин семья, дети. Да, я бы тоже не отпустил свою жену в ночь работать. Может, мужиков наберем? Да, хорош, не гони. Не, серьезно. Я вот 2 недели отшиваю, и это не так тяжело, как кажется. Мне даже нравится. Блин, а где мы мужиков наберем? Там, где их много.
В тюрьме? Уважаемые мужчины, братаны, байкеши, приглашаем вас работать к нам в швейный цех. Бесплатные обеды, достойная зарплата, прекрасный коллектив, хорошие условия. Байке, отличное предложение, даю слово, не пожалеете. Приходите. Ребята, вы что-то попутали. Здесь стройка, тут швей нет. И походу с мужиками не проканает. Мы 3 стройки объехали, ни одного звонка. Блин, неужели таскать кирпичи легче, чем просто шить? В натуре что за прикол? На стройке везде пыль, нагрузка нереальная. А у нас тут чисто, комфортно, тепло. Че? Ну ты сам подумай, конец рабочего дня, ты весь день пахал, устал, грязь, пыль. А мы такие, у нас тепло, комфортно, платим лучше. Думаешь, не залетит? Ну сейчас узнаем. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Такой тяжелый день был, да, смотрю. Ты что, не видишь? Байке устал. Спина, наверное, еще болит. Сергей, не керек? Байке, у нас для вас предложение по работе. У нас тепло, комфортно, не пыльно. Зато платим лучше. Братан, по сравнению со стройкой, курорт просто. Вот, вопросы будут, звоните. Ага. Все, условия есть. Кормим бесплатно. Даже детский сад есть. Здравствуй, сынок. Папа? Привет. Как дела? Нормально все. А вы что, пришли? А что, нельзя? Да можно, конечно, просто не ожидал. Ну, я слышала, что вам нужна рабочая сила. Вот пришла помочь сыну. Рахмат, папа. Шить-то, слава богу, я умею. Рахмат, папа. Здравствуйте. Здравствуйте. А это Акира. Она... Рада знакомству с вами. Очень приятно. Взаимно. Ну что, показывайте, где мое рабочее место. Да вот, выбирайте. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Добро пожаловать в наш цех. Я пришел. Ну, мы рады, что вы пришли, правильно сделали. Давайте мы сначала плотно пообедаем, а потом обучение начнем, да? Сюда. Вот, на столовой здесь. Ах, вы крысы. Технично сами пришли, а мне не сказали, да? Ой, бля, на себя посмотри. Сам втихаря приперся сюда. Ладно, успокойтесь. Главное, никому не говорить. Мы тут тихо подвигаемся. Может, даже надолго не останемся. Ну, вот друзей нашли, да? Давайте я вам еды дам. жанымда болбосоң жүрөгүмдө сен барсың карагатта көздөрүңө берилип сагынып усага батам арып алып мен дайым көз алдымда болбосуң оюмда сен барсың эгерде көрбөй калсаң сен жөнүндө ырлар жазат кайда барсам кайда жүрсөм сен деймин кайда барсаң мен сени эңсеймин талайыма белек болуп келгенсиң кыялымда сени жанга бербейм жаш келет жашоому жылмайсаң күлкүндөн берет жыргасаң колумду коркпой кармасаң боломун жакын баарына Пацаны, вот бывает же такое, когда жестко жрать охота, и ты идешь себе донер заказывать. И вот, он уже нарезает мясо, берет огурчики, помидоры, складывает все на лаваш, поливает соусом, и сочный донер почти у тебя в руках. Ты это к чему? Так вот, у меня такое ощущение про наш миллион. Кажется, он близко. Готовьтесь. Скоро с вами заточим мощный донер. Ладно, я поеду товар сдавать, а вы держите оборону. Не просрите ничего без меня. Давай, удачи. А представляешь, мы станем №1 фирмой по СНГ. Мой папа будет гордиться мной. Блин, Фара, почему только СНГ? Надо целиться по максимуму. Когда мы станем №1 фирмой во всем мире, тогда твой Ададжон будет тобой гордиться. Ададжон?
Смотри. Это же контора Михалыча. Блин, Арс же за эту тему топил. Надо срочно ему скинуть. На их месте и мы могли оказаться. Офигеть в натуре. Чё, как тебе кино? Я же тебе говорил, а ты не верил. Так надо было, братишка, чтобы утечки не было. Этот Серик непростой оказался. 3 месяца копали, день и ночь. Но теперь они хер отделаются. А те лекарства, которые я давал, у них тоже продавали? Нет, мы проверили, те были нормальные. Но ты молодец, Арс. Возможно, спас жизни другим отцам и матерям. Уверен, твой папа гордился бы. Арслан, пройдемте, пожалуйста. А это ваш личный экземпляр с вашими инициалами. У нас такая традиция небольшая. Спасибо, конечно, но нам запрещено принимать подарки от поставщиков. Корпоративная политика. Давайте скажем, что это сигнальная копия, и пусть она будет у вас. Арслан. Ну, я ж просил, можно просто Арс? В общем, Арс, мы хотим увеличить объемы поставок. Ты видишь, что происходит в Китае. Пока есть возможность, мы хотим пополнить наши запасы и сделать закуп для наших филиалов в других странах. Братан, какой базар? Хочешь на 10 лет вперед сочиним? Мне нравится твой энтузиазм. Полную информацию я скину. Салам, брат. Арс, ты опять, да, своя? Блин, реально не стоило, что ты? Да это я для Бигуэл купил, там у них, оказывается, нельзя подарки давать. Вот и привез, чтобы не пропало. Тем более у нас заказ на 420 тысяч. Почему бы не отметить, а? Ну, Арс, это пока только обязательство. Праздновать по факту нечего. Ну, пока это просто обязательство, ла-ла-ла. Ты хоть понимаешь, что с этим заказом у нас будет почти $1 миллион? 948 тысяч с учетом расходов, Арс. Ну там до миллиона копейки совсем. Сразу, да, видно человека с богатым мышлением. 52 тысячи долларов, так, для него уже копейки. Рано, мы их 2 щелчка заработаем. Ты, главное, не ссы, Арс, отвечай. Давайте нормально отметим, а? Миллион долларов. На счету, вижу я. Миллион долларов США. Жизнь будет хороша. Миллион долларов США. Жизнь будет хороша. Тима, нам нужно еще материал купить, этого не хватит. Ну, давай закажем. Позвони на фабрику. Алло. Салам алейкум, аки. Яшимыз тузымыз. Да, как вы? Да, все по-тихому, Рахмат. Хотели еще одну партию заказать. Получится? Придется подождать. Слышал, что там в Китае с этим вирусом творится? Запчасти на станки уже месяц-два ждем. Ничего не могу обещать. Чундым, понял вас. Ну, придется тогда тут что-нибудь искать. Рахмат, спасибо вам. Блин, Фара, тут это где? На Мадине, что ли? Нам типа в 2 раза дороже там все станет. У нас выбора нет. Короче, здесь все довольно-таки дорого. В рознице продают. Там сейчас туда прямо и на 3-й проход. Там оптовая. Сколько? Это же
3 раза дороже, чем мы обычно берем. Тем более за такой объем. Вот именно. За объем я скидку сделал. Вы же видите, что в Китае творится. Товары на границе стоят. Блин, это раньше все говорили, доллар растет. А теперь коронавирус. Сегодня отгрузить сможете? Конечно. Да, даже не верится, пацаны. Я тоже думал, не успеем. Не, про другое. У нас $1 000 000 на горизонте. И это даже не с полной фуры. Скоро будем отгружать столько, что сами считать запаримся. Слушайте, миллионеры, давайте сперва вот это доставим. Так, класс, брат, можно закрывать. Ну все, ехать надо, пацаны. И, может, до границы проводим? Все-таки наш первый миллион. Нихера тут очередь. Это нормально? Братан, а долго стоите уж? Я лично часа 4, но говорят, дальше не поедем. А что такое? Походу границы закрывают из-за вируса.